На днях в городе Якутске состоялась вторая междисциплинарная научно-практическая конференция с международным участием «Ревматология на севере». Организаторами конференции являются Якутский научный центр комплексных медицинских проблем и Министерство здравоохранения Республики Саха-Якутия. Среди участников конференции представители из Кыргызстана, городов Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Хабаровск. Во время конференции было проведено 2 пленарных заседания, круглый стол по направлениям вопросы изучения частоты аксиального спондилоартрита, ведение пациентов со спондилоартритом с точки зрения современного понимания патогенеза иммуновоспалительного процесса и роли сопутствующих заболеваний в выборе терапии, организация ревматологической помощи, междисциплинарное взаимодействие. Заслушано 23 доклада. Поскольку я являюсь главным ревматологом Дальневосточного федерального округа, я должна 1 раз в год проехать все наши регионы. Да, я практически делаю таким образом. У меня единственное, где никак не получается Забайкальский край проверить, посмотреть, поскольку очень сложная логистика. А вот в Якутию я езжу с огромным удовольствием уже много-много раз. Я была на вашем национальном конгрессе здоровья лиц на севере, населения севера. Я вот ежегодно приезжаю на наши маленькие конференции, проведение каких-то семинаров по заказу ваших ревматологов. То есть это я делаю регулярно. Мы уже сроднились, полюбили друг друга, понимаем с полуслова. И я как могу, если это нужно, я, конечно, помогаю. Я хочу сказать, что у вас очень грамотные специалисты, очень грамотные. И вот сегодня, первый день новой конференции, междисциплинарной, Людмила Викторовна, она была главным ревматологом Республики Саха-Якутия, и вы знаете, она сделала очень интересный шаг. Она рассмотрела один вопрос спондилоартриты, но в междисциплинарном таком понятии, то есть поскольку это спондилоартриты, там бывает псориатический артрит, воспалительные заболевания кишечника, это могут быть увеиты и другие офтальмологические проблемы, поэтому все узкие разноплановые специалисты присутствуют и делают доклады. Потрясающие, глубокие доклады. Я знаю, мы даже, может быть, и раньше познакомились с вашим главным дерматологом Натальей Алексеевной Савиной. Мы с ней тоже разбирали вопрос, она одна из первых начала биологическую терапию, очень сложную, дорогостоящую, я имею в виду на Дальнем Востоке. Метотрексат, она большая-большая умничка. Я хочу сказать, когда я отчитываюсь за Дальний Восток, я всегда жду отчет из вашей республики, потому что это самые лучшие показатели. Я искренне рада, что еще появилось 5 новых ревматологов. Но знаю ваши проблемы. Проблема республика колоссальная, огромная, да, и очень сложно порой попасть к ревматологу. Такие города, как Нерюнгри, как Мирный, там нужно иметь своих ревматологов. Почему я называю эти города? Потому что я приезжала туда и учила терапевтов. Ну, у нас был цикл по терапии, а я неделю была по ревматологии. Очень важные аспекты еще не тронуты с травматологами, ортопедами. То есть еще здесь предстоит работы очень-очень много. Но самое главное, с ведущими специалистами, офтальмологами, дерматологами, гастроэнтерологами возникли хорошие контакты. Это просто изумительно. Душа моя радуется. Я слушаю великолепные доклады. Наука здесь движется. Тоже очень важный фактор. Особенно в педиатрии готовятся 2 кандидатских диссертации. Это же здорово. Ну вот надо среди ревматологов взрослого населения. Пока у нас ничего не получается. Вроде все хотят, а работы столько много.
что не успевает заниматься научной работой. Людмила Викторовна сделала глубочайший анализ состояния вопроса ревматологии именно и в республике. Очень многие врачи, терапевты, они боятся ревматологии. Это наиболее сложная наука, потому что она объединяет все специальности: кардиологию, пульмонологию, гастроэнтерологию, плюс еще дерматологию, плюс еще и заболевания костей, суставов, системные заболевания. Конечно, люди боятся. Больные требуют особого внимания. Трудоемкий процесс. Больные тяжелые, страдающие от боли, поэтому они могут периодически, не очень ласково разговаривать с врачом, потому что обида за ту боль, которую они испытывают. И, конечно, терпение должно быть, особое терпение у врачей-ревматологов. Мы работаем, я и у себя в крае пытаюсь, но все говорят, лучше быть гастроэнтерологом, чем ревматологом. Сложнее. Вы понимаете? Сложнее, и тут ничего не поделаешь. Конечно, стараемся привлекать, стараемся говорить, вот посмотрите, больного начали правильно лечить, и посмотрите, какой эффект. Он практически становится здоровым, качество жизни хорошее. Ну почему не радоваться? Почему не стремиться познать эту специальность, чтобы потом отдавать частичку себя таким больным, тяжелым больным? Особенно деткам. Вера Маечна сегодня выступала, это главный детский ревматолог. Она тоже дала замечательный доклад, анализ состояния дел. Ну и я хочу сказать, потихонечку, раз 5 ревматологов сейчас принято, значит, все-таки с мертвой точки сдвинулась. Возможно, все будет в лучшем виде. Если мы раньше отставали, то сейчас мы в ногу идем со всем миром. У нас клинические рекомендации по всем нозологиям. Клинические рекомендации, они ассоциированы и абсолютно схожи с европейскими, с американскими. И когда будут говорить, что там в Южной Корее лечат лучше, вовсе нет. Ну, другое дело, получается, у них быстрее проходит обследование, и все. А самое лучшее лечение можно получить здесь, на месте, не выезжая никуда. Дорогостоящее лечение, понятно, 58 миллионов вот запланировали на эти методы, современные методы, суперметоды, которые позволяют, я не хочу сказать излечивать, но во всяком случае получить ремиссию, и больной живет, вы знаете, на новых технологиях люди общаются, и большие начальники, и малые люди, то есть и никто не знает, что больной страдает тяжелым заболеванием, потому что не видно, все хорошо. Вот почему и здесь не надо бежать в Америку, допустим, в Европу куда-то, искать каких-то специалистов. Все специалисты есть на месте. Я в прошлом году слушала трансплантолога вашего, который пересаживает органы. Я была шокирована, это на национальном конгрессе, я была шокирована, как широко используется и пересадка печени, и пересадка почек, то есть сердца, то есть делают все. Зачем куда-то ехать? Здесь делается больше, чем в Хабаровском крае. Я имею в виду по трансплантологии. У нас только в зачатии, только все начинается. Потому что у нас был длительный период. Сначала работали, потом был перерыв, там всякие политические моменты были, а потом вот сейчас опять стараются возобновить. А у вас все есть. Прекрасно. Ну вот, единственное, что я сказала Людмиле Викторовне, что надо еще объединиться им с травматологами-ортопедами. Вот у них со всеми контакты есть. Травматологи, ортопеды с ревматологами должны дружить. Вот тут у нас все в порядке, потому что и операции должны быть, и как провести эту операцию. Это все нужно сделать, чтобы в первую очередь ревматические больные, потому что тяжелые эти больные, и надо их подготовить. Это не просто
вывести и прооперировать как обычного человека, допустим, с коксартрозом. А его надо подготовить, чтобы не было осложнений и хорошее заживление. Я очень люблю врачей-ревматологов. Я приезжаю сюда как к родным людям, как к своим родственникам. Я говорю совершенно искренне. Конечно, я им желаю здоровья, желания работать, желания включить к себе новых ревматологов, научить их выполнять то и работать так, как они работают. Девочки, ну, они молоденькие, девочки работают на износ, я искренне говорю. Здоровья, успехов, ну и все-таки выкроить время, если будут еще новые специалисты, для проведения научных работ. Без науки движения вперед не бывает. Участники конференции обсудили вопросы эпидемиологии, лекарственного обеспечения, преемственности и безопасности терапии пациентов с ревматологическими заболеваниями, междисциплинарного взаимодействия для улучшения качества персонифицированной медицинской помощи, этнические аспекты предрасположенности и заболеваемости.